После крещения Господня святой Иоанн был заточен в темницу правителем Галилеи. Ведь святой пророк открыто обличал Ирода Антипу за грехопадение, за то, что тот оставил свою законную жену и прелюбодействовал с женой своего родного брата Филиппа Иродиадой. Как-то раз на свой день рождения Ирод устроил большой пир для своих вельмож и старейшин. Дочь Иродиады, Саломия, безудержно плясала перед правителем, всячески угождая ему. Ирод, окутанный чарами девицы, в кураже поклялся дать девице все, чего она не попросит, хоть полцарства. Но скверная танцовщица, по наущению злобной матери своей, запросила принести на блюде сей же час голову Иоанна Крестителя. Ирода поразил внутренний страх. Убоялся он гнева Божьего за убийство святого пророка, да и сам он раньше во многом слушал Иоанна. А уж о гневе народа, который любил предтечу Господа, даже подумать боялся. Но смолодушничал Ирод, постеснялся гостей до неосторожного обещания своего нарушить, и приказал отсечь голову святому Иоанну и отдать ее Саломии. Девица взяла блюдо с честной главой святого предтечи и преподнесла ее своей коварной матери. Неистовая Иродиада закопала главу Иоанна в нечистом месте. Но одна благочестивая христианка, Иоанна, увидев сие осквернение, тайно забрала главу и под покровом ночи погребла ее на горе Елеонской, в поместье царя Ирода. И суд Божий справедливо случился и над Иродом, и над Иродиадой, и над Саломией. Саломия провалилась под лед и долго мучилась, болтая словно в диком танце, пока острый лед не перерезал ей горло. А Ирода и Иродиаду, сосланных в заточение в Галлию, поглотила развершаяся земля. Тело святого пророка было похоронено горевавшими учениками в тот же день, когда случилось страшное злодеяние. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя церковью установлен праздник и строгий пост как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого пророка. 11 сентября. День памяти усекновения главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна.